В этом году приемные кампании вузов и СУЗов начинаются в необычной ситуации. В связи с этим, какие новшества ожидают абитуриентов, какие особенности приемной кампании СВФУ в этом году и с какими сложностями столкнулись в университете. Об этом мы сегодня поговорим с деканом факультета довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального университета Светланой Федоровой. Светлана Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как в этом году абитуриенты будут подавать документы для поступления? Да, действительно, в этом году приемная кампания начинается в достаточно сложной ситуации. Сами правила приема в вузы ежегодно утверждаются до 1 октября, но в связи с этой ситуацией все вузы вносят корректировки и изменения в своих правилах приема. Как раз 28 мая ученый совет университета утвердил изменения, уточнения и дополнения в правилах приема. Они все опубликованы на сайте. И сегодня наша задача в том, чтобы донести до населения, до абитуриентов эти новые правила. Что изменилось? Если в общем говорить, в целом изменились сроки приема документов, сроки проведения экзаменов, проводимых вузом самостоятельно, форма проведения экзаменов, консультаций, сроки зачисления, предоставления оригиналов. Очень много. Не так, как мы привыкли традиционно. Да? Например, вместо оригиналов абитуриенты обязаны будут предоставить письменное обязательство о предоставлении оригиналов в течение календарного года. Или вместо медицинской справки они тоже будут обязаны предоставить письменное обязательство абитуриентов о прохождении медосмотра. Поэтому новшеств много, нетрадиционных, скажем. Вообще все эти сроки по регламенту зависят от сроков проведения ЕГЭ и объявления их результатов. Поэтому сегодня расписание ЕГЭ уже утверждено, и университет уже может ориентироваться в своих сроках проведения приемной кампании. К примеру, чтобы население понимало, сроки приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, начинается у нас с 20 июня, а конец он должен быть по регламенту по 23-й календарный день после объявления результатов ЕГЭ. Плавающие, концовка плавающая. Это примерно где-то до середины августа. И зачисление тогда у нас предполагается проводить в конце августа, начиная с 20 числа, в зависимости от категории абитуриентов. Но в целом в дистанционном режиме приемная кампания она начнется в обозначенные правилами приема сроки 20 июня. А вы спросили, как будут подавать документы? Да, каким образом? Да, документы, конечно, будут подаваться в дистанционной форме. И для этого у нас разработана специализированная платформа, размещенная на сайте приемной кампании. Каждый абитуриент будет иметь свой личный кабинет. Абитуриенты будут подавать документы в электронной форме, и поэтому им необходимо заранее подготовить свои документы и перевести их в электронный вид. Разумеется, имеются определенные требования к электронным документам. На сайте нашей центральной приемной комиссии они опубликованы, необходимо с этими требованиями подробно знакомиться. Кто как может подавать документы. Например, выпускники прошлых лет, у которых документы об образовании, результаты ЕГЭ уже на руках, могут уже сразу сформировать заявление и загружать в систему необходимые документы. А что касается выпускников текущего года, то, конечно, у них результатов ЕГЭ на руках еще нет. Основной период экзаменов будет проходить с 3 по 25 июля. Результаты будут известны позже, но заявления они также могут уже заранее оформлять в своем личном кабинете. Также можно загружать в систему документы, которые подтверждают данные об индивидуальных достижениях, которые будут давать им дополнительные баллы. Такой электронный способ – это вынужденная мера. А может ли он все-таки остаться? Ведь это удобно, например, в последующих годах. Да, разумеется, что
скажем, нет значит, хорошего без плохого или наоборот, да. Но у нас абитуриенты всегда подавали значит, в удаленном режиме, но привыкли просто к традиционной форме подачи документов, а многие абитуриенты у нас и в прошлые годы тоже подавали дистанционно свои документы. Скажите, а сколько пакетов документов нужно подавать, если абитуриент подает заявление на несколько направлений сразу? Ну, как и ранее, абитуриент имеет право подавать документы для поступления в 5 вузов страны и в каждый вуз по 3 направлениям подготовки или специальностям. Но при подаче документов на направление подготовки специальности одного вуза формируется только одно заявление, просто он там будет указывать желаемое направление подготовки, и система сама обработает их. А экзамены для выпускников колледжей, которые хотят поступить в СВФУ, как они будут проходить? Да, это тоже один из непростых вопросов этой приемной кампании. Абитуриенты, которые имеют дипломы средних профессиональных учебных заведений, они, как правило, сдают экзамены, организованные вузом самостоятельно. И это всегда проходило в очной форме. Абитуриенты приходили в университет, рассаживались по аудиториям, и преподаватели, экзаменаторы принимали у них экзамены. Но, как правило, желающих продолжать обучение в вузе после окончания колледжа бывает много. И сегодня университет готовится к приему экзаменов у достаточно большого количества абитуриентов, выпускников колледжей в дистанционном режиме. И сегодня вот эти выпускники, эти абитуриенты, они живут уже по основному месту жительства. И в данное время рассматриваются несколько вариантов приема документов, университет готовится. Здесь, конечно, сложность в том, что необходимо создать условия, при котором можно будет принимать экзамен, во-первых, в онлайн-режиме, одновременно у большого количества человек. И второе, нужна функция идентификации личности поступающего. Сами экзамены будут проведены в августе, это примерно с 10 числа. Это обусловлено, как я уже ранее говорила, измененными правилами приема. Но за свежими новостями можно будет следить на сайте приемной комиссии. Еще раз повторюсь, что вот у нас уже рассматривается несколько вариантов приема экзаменов, и это будет уже доведено до населения. А вот творческие испытания для поступления, как они будут проходить? Да, действительно, этот вопрос волнует не только нас, но многие вузы с творческими испытаниями. Вот представляете, да, как будут оценивать творческие способности, например, поступающих в театральные училища, вузы, хореографические, спортивные вузы. А вот у нас в университете также имеются ряд направлений, по которым проведение экзамена без очного взаимодействия с абитуриентами будет достаточно технически сложно. Это, например, вот архитектура, есть у нас направление подготовки технологии художественной обработки металлов, где требуется выявить у абитуриентов изобразительно-графические способности. Или же народная художественная культура в Институте языков и культуры народов Северо-Востока России, где в ходе вступительного испытания, например, абитуриент должен будет исполнить музыкальный или танцевальный номер или другой номер. Но в этот вопрос мы в университете отработан. На сайте Центральной приемной комиссии размещены актуализированные, обновленные программы вступительных испытаний. В этом документе подробно расписаны все формы проведения творческих экзаменов в онлайн-режиме. И поэтому абитуриенту необходимо тщательно ознакомиться с ним. Но если что-то он не понял, если у него возникнут какие-то вопросы, то в конце как раз-таки этой программы размещена контактная информация, по которой можно будет получить подробную консультацию по творческому экзамену. А на какие подразделения СВФУ можно поступить без ЕГЭ? Ну, как я уже сказала, на программы бакалавриата и специалитета без результатов ЕГЭ могут поступить выпускники средних профессиональных образовательных организаций. Они поступают на основании вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Об этом я подробно говорила. Но также без вступительных испытаний можно поступить в СВФУ для обучения по программам среднего профессионального образования. Это можно поступить в колледж информационных технологий,
в юридический колледж. И в этом году университет впервые проводит прием на специальность СПО, сестринское дело, это в медицинском институте. А за что можно получить дополнительные баллы? Ну, это значит, называются индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении в вуз. Каждый вуз ежегодно самостоятельно определяет политику учета индивидуальных достижений. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации позволяет вузам начислять за индивидуальные достижения до 10 баллов. Эти правила тоже публикуются на сайте вузов до 1 октября. Я думаю, что те, кто планирует к нам поступить, уже, наверное, изучили их. В этом году их у нас около 180. В целом мы их делим на 5 различных направлений, да, группируем по 5 направлениям, чтобы было проще абитуриенту ориентироваться. Первое направление или первая группа – это за успехи в обучении, это, может быть, золотые медалисты, красные дипломники. Второе направление – это за успехи в различных интеллектуальных конкурсах, это олимпиады могут быть, какие-то чемпионаты. Третья группа за успехи в науке, в научно-проектной деятельности, научно-практические конференции. Далее идут успехи в спорте. И, значит, пятая группа, она самая многочисленная бывает, это, может быть, различные профильные какие-то конкурсы, волонтеры, ну и так далее. Поэтому подробнее надо, значит, ознакомиться с ними, посмотреть, на какие направления подготовки они будут учитываться и провести своеобразную ревизию своих достижений для того, чтобы загружать в систему. А что делать ребятам, которые не смогут поступить в этом году? Как им подготовиться к поступлению в следующем? Да, вот родители и самих абитуриентов, конечно, очень волнуют, как будет в этом году ЕГЭ проводиться. Многие нам звонят и спрашивают, а вдруг мы не поступим, а вдруг как сложится. Ну да, такая опасность, конечно, есть, но с другой стороны, сейчас запущено очень много различных образовательных платформ, где ребята могут самостоятельно тоже готовиться. Очень качественные платформы федеральные есть. Ну а те, кто не сможет поступить, у нас на факультете довузовского образования и профориентации есть подготовительные отделения для выпускников прошлых лет, есть подготовительные отделения для иностранных граждан. Прием наше подготовительное отделение мы начнем 3 августа. Есть у нас и бюджетные места, но это для определенной категории граждан, ну, например, для детей-сирот, для детей-инвалидов. Есть достаточно большая группа, которая к нам приходит на бюджетные места. Это солдаты-срочники, которые имеют направление от своих рекомендаций, от своих командиров. И если сейчас эти ребята слышат и служат, или их родители слышат нас, то они могут сразу ориентировать своих детей, чтобы они получили рекомендации по форме от своих командиров с тем, чтобы к нам поступить на бюджетное место. Вы уже упомянули о новом сайте для абитуриентов. Расскажите, как его найти, как он называется? Вот наш сайт, в этом году мы, значит, разработали такой специализированный сайт для абитуриентов, для удобства работы. Он называется «Поступи СВФУ». Здесь абитуриент практически может найти любую информацию, которая ему понадобится для того, чтобы подать документ, ознакомиться с университетом. Значит, на этом сайте есть информация об учебных подразделениях, о жизни студентов в университете, о контрольных цифрах приема, вступительных испытаний, ну, практически перечни индивидуальных достижений, которые учитываться будут при поступлении. Можно на этом сайте получить всю актуальную информацию, она обновляется практически ежедневно. И через этот сайт абитуриент может зайти на сайты других учебных подразделений, а также задать любые интересующие его вопросы. То есть, еще раз повторюсь, да, вот сайт называется очень просто «Поступи.свфу». В университете повысилось количество бюджетных мест. Расскажите, по каким направлениям? Ну, скорее всего, вы, наверное, имеете в виду о предоставлении вузам дополнительных бюджетных мест, о котором говорил президент страны. Но в данное время, пока никаких распорядительных документов не имеется,
Поэтому у нас остаются прежние цифры приема. В целом по университету на различные образовательные программы в этом году будут приняты более 4000 человек. Ну, а если конкретизировать, то на программы бакалавриата и специалитета научное обучение будут приняты где-то 2271 человек, и на места магистратуры научное обучение 587. Но об этом тоже вот как раз на нашем сайте и на сайте Центральной приемной комиссии, на какие направления подготовки, сколько человек на бюджетное место или на платные места могут поступить, они обозначены. Есть такое понятие образовательный кредит. Что это такое и как его можно получить? Ну, образовательный кредит – это такая специальная целевая программа с государственной поддержкой. Некоторое время кредитная программа с госсубсидиями на обучение была закрыта, но с 1 августа 2019 года Сбербанк возобновил это кредитное направление. Вот здесь ключевым является то, что образовательный кредит относится к программам с государственным субсидированием, то есть часть расходов будет компенсироваться государством. Об этом, конечно, подробнее, как это выдаваться, надо узнавать в самом Сбербанке, но в целом можно сказать, что где-то совокупная процентная ставка, по-моему, по займу составляет около 14%, из которых около 6% или 5,5% подлежат возмещению за счет госсубсидий. И выплачивая кредит, кстати, да, после окончания учебы, заемщики также могут получить налоговый вычет. Поэтому надо вот очень подробно, индивидуально каждому обратиться в Сбербанк для того, чтобы получить этот образовательный кредит. Очень хорошая программа. Светлана Васильевна, спасибо большое за беседу, что ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. Мы говорили об особенностях приемной кампании в этом году Северо-Восточного федерального университета. Оставайтесь с нами.